Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале Тува-24, в студии Алдына Ихаулык. Начнем выпуск. Глава Тувы побывал в Дзунхемчикском районе. Автопоезд пополняется автомобилями для специальной военной операции. Стала известна дата открытия монастыря. Благотворительность Тувинской звезды для людей. Как мы уже сообщали, глава Тувы Владислав Хавалык с отчетом правительства посетил ряд западных районов республики. Заодно проинспектировал планируемые и строящиеся объекты. Все подробности у РС Амангуша. По плану выездной работы в городе Чадане глава Тувы Владислав Хавалык посетил предполагаемые места постройки новой общеобразовательной школы, куда относят территорию. Место финиша ежегодных конных скачек со стороны восточного въезда в город, территорию бывшего пассажирского АТП и территорию бывшего районного лесничества. Делегация с участием представителей Министерств строительства и образования изучили местность, риски, себестоимость строительства, взвесили все достоинства и недостатки каждого из участков. Тогда номер 1 это АТП, номер 2 вот это. Начинаете считать, да? А по ходу уже там с Араха разговариваете, с этим ребятами разговариваете, да? Далее по плану посещение новой пристройки детского сада «Чечена» на 60 мест. Сама пристройка была сдана в эксплуатацию перед Новым годом 30 декабря. У нас детский сад построен по новым технологиям, соответствует по Санбину, по последним стандартам. Все оборудование имеется. Детишки с удовольствием ходят. У нас 4 младших групп от 1,5 года до 3 лет. В детсаду имеются спортивно-музыкальный зал, кабинеты методиста и медработника. В пищеблоке стоит все новое кухонное оборудование. Поскольку пристройка была сдана зимой, работникам предстоит озеленить двор, где будут играть малыши. Далее Владислав Хавалык с рабочей группой проверил состояние поста ДПС, который соединяет Дзунхемчикский район с 5 районами западной частью Тувы. Пост возобновит свою работу, а парковочную зону для гражданских автомобилей расширят. Завершилась рабочая командировка в администрации Дзунхемчикского района, где глава провел с федеральными органами и органами исполнительной власти совещание по вопросам профилактики преступлений, в том числе с участием несовершеннолетних. Также говорили о снижении оборота алкогольной продукции в районе. РС Мангуш, Чайхан Дангак, Азамат Ачур, телеканал Тува-24. По поручению главы Тувы Владислава Хавалыга жители республики продолжают принимать участие в акции Народного фронта «Автопоезд», который завершится отправкой машин в зону спецоперации 10 апреля. Сегодня в единый штаб помощи военнослужащим доставлена очередная партия автомашин. Жители Тувы продолжают активно принимать участие в помощи нашим бойцам, участвующим в СВО. На этот раз в единый штаб доставили автомобили УАЗ из Байтагинского и Патриот из Мугдагинского районов. В поддержку нашим землякам, которые принимают участие в специальной военной операции, от жителей всего Мугдагинского района выделили машину УАЗ «Патриот». Идеальное техническое состояние у машины. Машина сама 2014 года выпуска. Мы думаем, что она справится с поставленными задачами при обслуживании воинов. По словам представителя Байтайги, машина марки УАЗ, которую сегодня доставили в штаб, новая 2022 года выпуска в идеальном техническом состоянии. В данное время мы из Байтайгинского района совместно с нашим народом и отправляем нашим бойцам, землякам, которые находятся на специальной военной операции, автомашины марки УАЗ. А также мы поддерживаем наших ребят. Победа будет только за нами. На сегодняшний день в единый штаб поступило уже 12 машин. Участие принимают Козыльский, Дзунхемчикский, Байдагинский, Мугдагинский и Тесхемский районы. На сегодняшний день у нас поступило 12 автотранспортов. Активно у нас подключились индивидуальные предприниматели и муниципалитеты, органы местного самоуправления. У нас еще ожидается сверху того же количества, может даже больше, будут поступать автотранспорты
В основном у нас привозят машины УАЗики, Хантеры, Патриоты, Лады марки. Все машины подготовят, они пройдут технический осмотр, а после вместе с транспортом из других регионов будут погружены на транспортный поезд. Принять участие в акции «Автопоезд» может любой желающий. Можете передать машину в хорошем состоянии до 10 апреля в единый штаб Народного фронта, который находится по адресу город Кызыл, улица Кочетова, 155. Телефон 2 17 44. Алтынай Сая, Буян Оюн, Белек Кожак, Тува 24. День, когда новый монастырь Туптен Шедрублинг распахнет свои двери, определен – 28 апреля. Напомним, что уникальное религиозное сооружение строится при поддержке культурного фонда имени Кужугета Зиреевича Шойгу и непосредственном участии министра обороны России Сергея Шойгу. 28 апреля состоится торжественная церемония открытия обители объяснения и практики учения Будды Шакьямуни в городе Кызыле. Вместе с культурным фондом имени Кужугета Шойгу ведем организационную подготовку этого значимого духовно-культурного события. Военная служба по контракту в вооруженных силах страны базируется полностью на добровольной основе. Гражданин России подписывает контракт на службу в армии на определенный срок. Об условиях поступления на контрактную службу в вооруженные силы России расскажет Инна Клоян. Пункт занимается отбором граждан на военную службу по контракту Вооруженные силы России на должности солдат, матросов, сержантов и старшин, а также прапорщиков и мичманов. Договор на контрактную службу заключается строго от 18 лет. При этом образование кандидата должно быть не ниже 9 классов. Серьезные требования к здоровью и психологическому состоянию будущего воина. Сейчас требуется минимальный перечень документов. Это паспорт гражданина Российской Федерации, либо иностранного гражданина другого государства. Далее это документ об образовании, подтверждающий уровень образования. Свидетельство о рождении детей, заключение брака при наличии, копия военного билета при наличии. Минимальная заработная плата составляет 30 тысяч, а максимальная до 150 тысяч рублей. Денежное довольствие военнослужащего, проходящего службу в особых условиях, например, в зоне специальной военной операции, возрастает до 190 тысяч рублей и выше. При заключении контракта свыше 1 года предусмотрена единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Далее выплачивается ежемесячная заработная плата. Гражданин при обращении на пункт отбора пишет заявление, в котором расписывает, в какой воинской части именно хочет проходить военную службу и на какой воинской должности, в каком регионе Российской Федерации. Это право гражданина, так как поступление в службу по контракту это в добровольном порядке осуществляется. Гражданином мы выбираем место дислокации, где бы хотел проходить службу, вне зависимости от Калининграда до Дальнего Востока, где располагается воинская часть соединения Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, военная служба по контракту поддерживается выплатой 1 раз в год в виде материальной помощи от государства, премиями различного характера за отличную службу. Также предусмотрены и мотивационные выплаты. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту и непосредственно учащийся в специальной военной операции, получает дополнительные материальные средства от 50 до 1 миллиона рублей при захвате военной техники, либо ее уничтожении, также живой силы противника. Значит, имеется надбавка 8 тысяч рублей в сутки при выполнении задач, при активных наступательных действиях в ходе специальной военной операции. Военная служба по контракту в армии отличается более стандартизированной и довольно неплохим денежным содержанием. К тому же военнослужащему предусмотрен большой социальный пакет, льготы, премии, помощь в приобретении жилья и другие финансовые компенсации. Военнослужащий по контракту при заключении контракта встает на очередь на предоставление служебного жилья. Зависит от количества членов семьи. Из расчета 12 квадратных метров на одного члена семьи. То есть 24 человека одному военнослужащему, 24 квадратных метра положено одному военнослужащему и каждому члену семьи по 12. То есть, соответственно, 36, 48 и так далее. При переезде гражданина, который заключает контракт, при его заключении положено подъемное пособие при перемещении и поступлении на военную службу по контракту. Также члены семьи военнослужащего получают также процентную надбавку по подъемному пособию.
Контракту о прохождении военной службы предшествует широкий спектр проверок, тестирования. Только по их завершению гражданину выдается военный билет, а затем и заключается контракт. Заявление на профессиональную службу можно подать и через портал госуслуг. Сергей Бочкарев, житель Кызыла, сделал именно так, и в течение 2 дней с ним связались и пригласили на собеседование. Мне предложили службу по контракту. В любом регионе России. Я сразу изначально, что мне была заинтересованность служить именно дома, в Туве. Я сам родом отсюда, получается, с поселка. И мне очень стало так интересно. Я решил, что это очень хорошо. Там они предложили все социальные гарантии, рассказали, что полностью максимально просто на русском подробном языке, что, как, где, сколько, какие выплаты будут. И я планирую, что в дальнейшем я полностью пройду мероприятия отбора все. Естественно, можно быстрее и поступлю на субконтракту. Так как это, допустим, очень хорошая социальная поддержка, это хорошие выплаты. О службе в армии на профессиональной основе написано много. Дополнительную же и подробную информацию можно получить в пункте отбора на военную службу в Республиканском военном комиссариате по адресу город Кызыл, улица Абаканская, дом 45. Инна Клоян, Чайхан Дангак, Азамат Ачур, телеканал Тува-24. При решении своих жилищных вопросов, которые бывают запутанными и сложными, жители республики зачастую обращаются к журналистам и общественности. В одном из таких попыталась разобраться наша съемочная группа. В Агдовраке в 2017 году произошла страшная трагедия – зверское убийство семьи. А мама убитого мужчины, Нина Сая, является в этом деле потерпевшей. Женщина потеряла сына, невестку и 2 внучек. После трагедии Нина Сая с внучкой, старшей дочкой семьи, которой не было дома в тот страшный день, переехали в город Кызыл, оставив администрации Агдоврака квартиру, в которой случилась трагедия. Тогда эта история всколыхнула всю Туву. Чтобы поддержать семью, из жилищного фонда города Нине Сая мэрия Кызыла временно выделила квартиру в доме по адресу Кочетова, 17. Сегодня его снесли, и обеспокоенная женщина заявила общественности и журналистам, что идти ей некуда. Как жить-то дальше, моя внучка? Там же убийцы остались. А я в моем возрасте, посмотрите, пожалуйста, у меня сколько жить? Может завтра, может скоро я умру. Но я же понимаю, сирота много, тут много, я понимаю. У сироты родственники же есть, родные есть, а моей внучки никого не осталось, ни родных, ни родителей. Но, как оказалось, не все так просто. На самом деле старшая внучка Нины Йондановны с 2018 года уже состоит в очереди на жилье как сирота. И новое жилье при наступлении очереди внучка получит в Кызыле. Самой же Нине Йондановне новое жилье взамен снесенного не положено по закону, так как за все эти годы бабушка не встала в очередь на жилье и даже не оформила кызыльскую прописку, разъяснили нам в мэрии Кызыла. Кроме того, в собственности у Нины Сая есть жилье в районе. Но чтобы поддержать одинокую пожилую женщину, мэрия Кызыла вновь выделила ей квартиру по адресу Салчака Тока, 10. Гражданке Сая Нине Янасюриновне мэрия города Кызыл уже на протяжении 5 лет предоставляет на безвозмездной основе временное жилье. Уведомление о том, что дом будут сносить, ей было проинформировано уже в прошлом году, в декабре прошлого года. Заблаговременно она была предупреждена о сносе данного дома. То есть из-за того, что Янасюриновна не нашла другое помещение для жилья, до сноса дома по адресу Кочетова, 17, мэрия города Кызыла также временно предоставила ей жилье по адресу Салчак Тока, 10. Дом по адресу Салчака Тока, 10, как признанный аварийным, будет снесен в мае этого года. Как заверили в мэрии Кызыла, ближе к сроку сноса вопрос с жильем для Нины Сая будет решаться, и пожилая женщина без жилья не останется. И редакция обязательно вернется к данному вопросу. Ежегодно Тувинский госуниверситет проводит целевую встречу выпускников с работодателями. В первый день распределяют выпускников педагогических специальностей. Тему продолжит мой коллега. Все эти молодые, красивые, полные энергии ребят в этом году покидают родные пенаты. И многим из них, возможно, уже этим летом сделают первую отметку в трудовой книжке. В первый день по уже установившейся традиции в распределении участвуют выпускники педагогических специальностей. Кроме представителей образовательных учреждений районов и профильного министерства, присутствуют и так называемые покупатели в погонах из различных силовых структур. Я представляю исправительную колонию номер 4 города Шанганар. И нам очень требуются специалисты в области инженерного образования и также ветеринар. Поэтому прибыл, посмотрел предварительно кандидатов. Особенно нам нужны парни.
здоровые парни, физически здоровые и военнообязанные. Среди участников кастинга есть те, кто уже имеет опыт работы в трудовых коллективах. Среди них Айлана Деви, обладательница университетского звания «Лучший выпускник года», а она же председатель спортивно-студенческого клуба «Ястребы Тувы». Я уже работаю, в то же время обучаюсь в физико-математическом факультете на учителя физики. Работаю я в село Старый Сэп Кахемского района, а сюда я пришла, потому что хотела бы тоже так послушать лучшие варианты работодателей. У некоторых студентов-выпускников на руках уже есть гарантийные письма или устная договоренность со школами, где они проходили практику. Эльдар Чамыян готов начать преподавательскую работу в родном селе. За время обучения я активно участвовал в жизнедеятельности университета. После окончания вуза буду работать в БО Арзанский ШОС Пихемского района по целевому договору. Среди выпускников есть продолжатели педагогической династии. Тензин Монгуш, несмотря на юный возраст, совмещает учебу с работой учителя иностранных языков и классного руководителя. Постоянно повышает свой профессиональный уровень. На данный момент я работаю в МПУ СОЖ номер 8 в качестве учителя иностранных языков английский и французский. После окончания университета я планирую поступить на магистратуру, направление подготовки переводчик английский-французский. И после этого возвратиться на родину, либо работать в стенах родного университета, либо родной школы. Стоит отметить, что не во всех вузах страны проходят мероприятия по распределению своих студентов. Тувинский государственный университет идет своим путем, оказывая поддержку всем ребятам-выпускникам вплоть до их трудоустройства. Наши студенты, я считаю, в принципе, достаточно неплохо подготовлены. И, конечно, работодатели имеют возможность выбрать, что называется, уже сразу тех ребят, которые могут стать учителями в их школах. Мне кажется, очень правильно, что вот в распределении стали принимать последние годы участие директора школ. То есть уже они не через, скажем так, кого-то, а сами могут воочию своими глазами увидеть выпускников, оценить их и пригласить к себе, если кто-то им понравится. Сегодня работодатели познакомились с выпускниками педагогического профиля. На следующий день настанет черед выпускников других специальностей. Это сельхозфакультет, экономический, инженерно-технический и другие необходимые для республики направления. Наш университет готовит не только педагогические кадры, инженерно-технический факультет готовит строителей, готовит транспортников, электроэнергетиков, поэтому здесь очень широкий, востребованный круг специальностей. Да, конечно, думаю, что соответствующие структуры тоже должны быть заинтересованы и активно, как говорится, принимать участие в этом распределении. Из более 450 выпускников очной формы обучения в предварительном распределении принимает участие 445 студентов. Остальные трудоустроены и одновременно работают. Также есть те, кто изъявил желание служить в рядах российской армии. Всего же в этом году в Тувинском государственном университете ожидается выпуск 1140 человек. 463 очника, 27 по заочно-очной форме обучения и 650 заочников. Буян Монгуш, Айдана Сенденма, Тува-24. Туризм в нашей республике – перспективное направление для региона. Его развитие способствует эффективному использованию богатейшего природного и культурно-исторического наследия Тувы. Но что самое главное, становление данной отрасли – это экономическое развитие, решение проблем занятости в муниципалитетах и привлечение дополнительных средств в экономику района. Что делается для привлечения туристов в Верзинском районе, выясняла Чинчи Кашпакол. Ей слово. Эрзинский район – это не только один из самых животноводческих районов республики, но и туристический. На приграничной с Монголией территории сосредоточены природные объекты, которые ежегодно посещают сотни жителей Тувы и туристы. Наш Кожуны является одним из приграничных районов региона и является визитной карточкой не только нашей республики, но и России. Поэтому развитие отрасли туризма – особо значимое направление для нашего Кожуна. У нас недавно создана эта организация, муниципальное автономное учреждение Центр развития туризма Эрзинского Кожуна в целях популяризации отрасли туризма в Кожуне. На сегодняшний день наш дом туризма оказывает услуги туристам и приезжим гостям, экскурсии по сакральным местам Кожуна.
Центр развития туризма создан для того, чтобы привлекать в район гостей, создавать новые туристические бренды, продвигать собственный турпродукт, а также проводить различные мероприятия в сфере туризма. Имеется гостиница на 24 мест центра села Эрзин. В Коржуне имеется 10 туристических маршрутов, где на сегодняшний день оформляются документы на получение сертификатов. На территории Эрзинского района есть несколько интересных с туристической точки зрения объектов. Для развития индустрии и удобства гостей планируется капитальный ремонт центра туризма. По мере возможности будем развивать все направления туризма, такие как сельский туризм, событийный туризм, гастрономический туризм, агротуризм, спортивный, лечебный, исторический туризм, семейный туризм, экотуризм. А также у нас открыт выставочный зал, где будут представлены работы местных мастеров и художников. Для развития туризма в Эрзинском районе планируется создание в самом посещаемом месте гостей и жителей Тувы, озере Терехоль, круглогодичной базы отдыха. Чинчи Кашпукол, Чайхан Донгак, Азамат Очур, телеканал Тува-24. Региональная госавтоинспекция встревожена участившимися фактами дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают пешеходы, в том числе и дети. Подробнее далее. В сводках региональной дорожной полиции все чаще стали появляться сообщения об автоавариях, в которых погибают или получают тяжелые травмы пешеходы. В результате 38 наездов погибло 13 пешеходов и 27 травмированы. Из числа травмированных пешеходов 12 – это дети-пешеходы. Тревожит тот факт, что в большинстве случаев наезды произошли по вине самих пешеходов. Это 24 факта. При этом 9 случаев пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения. Неумолимая статистика показывает пятикратный рост смертности пешеходов при ДТП. Если за этот же период в прошлом году в результате наезда погибло 2 человека, то в этом году 13. Цифры сравнимые с потерями на поле боя. Основными нарушениями правил дорожного движения, допущенными пешеходами, стали нахождение на проезжей части без цели ее перехода, переход в неположенном месте и отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. В первую очередь это коснется столицы республики Кызыла. С 31 марта на его территории объявляется оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход», в рамках которого будут применяться административные меры не только в отношении водителей, но и пешеходов. Госавтоинспекция напоминает за переход в неположенном месте, а также создание помех движения транспортного средства предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 1500 рублей. В отношении же водителя за непредоставление преимущества пешеходу, переходящего проезжую часть дороги по пешеходному переходу, грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей. Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва рекомендуем всем участникам дорожного движения неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Последнее ДТП с наездом на пешехода произошло 27 марта в городе Кызыле. В результате автоаварии в лечебное учреждение госпитализирован несовершеннолетний. 27 марта около 16 часов в дежурную группу отдельной роты ДПС ГИБДД МВД по Республике Тыва поступило сообщение о том, что на улице Интернациональная возле дома 14 города Кызыла совершено ДТП в виде наезда на пешехода. 22-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla Fielder, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Также вопрос о серьезной обстановке на дорогах республики был озвучен и на аппаратном совещании правительства Тувы, где Владислав Ховалых поставил задачу взять ситуацию с ДТП, особенно с участием детей, на особый контроль. На прошедшей неделе произошел ряд ДТП с пострадавшими, в том числе несовершеннолетними детьми. Виталий Мангушевич, вы возглавляете правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения на территории республики. Прошу организовать ее деятельность таким образом, чтобы это был реально эффективный работающий орган. Даю вам установку созывать комиссию каждый раз, когда происходит резонансный ДТП, особенно с участием детей. Российская статистика показывает, что на дорогах страны каждый день происходит порядка 340 автоаварий, в которых погибает около 40 человек, а травмы получает более 430 участников дорожного движения. Госавтоинспекция призывает работать против этой статистики, соблюдать ПДД, беречь свою жизнь и здоровье, а также окружающих вас людей. Сайгын Бирбю, Чайхан Донгак, Азамат Очур, Тува-24.
Многие звезды тувинской эстрады занимаются благотворительностью. Одни искренне гордятся своим вкладом в общественную жизнь и агитируют последовать их примеру, а другие не афишируют свою деятельность. Но в любом случае каждый меняет к лучшему жизни многих, и это не может не радовать. Барбана Баржай – певица с большим и добрым сердцем, который искренне помогает людям. Борбана Баржай – певица тувинской эстрады, ведущая праздников и семейных торжеств, народная артистка Тесхемского района, выпускница Восточно-Сибирского государственного института культуры. Творчество девушки знают и любят многие жители Тувы. Заниматься вокалом Барбана начала с самого детства и продолжает петь сердцем по сей день. Я начала петь с 8 лет в Доме культуры родного села. Ежегодно проводился музыкальный конкурс «Кангыргай», где я занимала первые места несколько лет подряд. Далее принимала участие в конкурсах районного, а потом и республиканского масштабов. В осознанном возрасте я приняла участие во впервые проводившемся в республике конкурсе «Звезда Тувы», который организовал мой наставник Олег Сарыглар. Оттуда и началась моя карьера в качестве певицы. Певица несколько лет назад начала активно заниматься благотворительностью. На этот ответственный шаг ее сподвигла личная жизненная ситуация – болезнь мамы. По ее словам, основная заповедь всех религий мира, особенно буддизма – помогать нуждающимся. Все началось с того, что моя мама долго болела. Она у меня инвалид первой группы, лежачая. Однажды мне позвонили из дома престарелых и попросили спеть для постояльцев. С тех пор я организовываю свои и благотворительные концерты тоже. Барбана опирается на поддержку многочисленных подписчиков, используя свои социальные сети. По словам певицы, среди тех, кто просит помощи, чаще всего бывают действительно нуждающиеся. Те, у кого опустились руки, и остается одна надежда на Барбану. Но бывают и те, кто в наглую требует что-то. Бывают люди, которые звонят и говорят, что у них уголь закончился, либо нечего есть. Таких я не понимаю, просто сидят и ничего не делают, чтобы изменить ситуацию. Вроде человек здоров, руки и ноги есть, иди и работай. Таких обращений тоже очень много. Певица признается, что когда она помогает людям, в такие моменты в ее сердце что-то оседает. Появляется что-то настолько важное, что остается с ней навсегда. Чинчик Ашпукол, Буян Мангуш, Азамат Очур, телеканал Тува-24. В Туве прошло одно из самых масштабных спортивных мероприятий года. Это республиканская летняя спартакиада между муниципалитетами. Проведение спартакиады инициировал глава региона Владислав Хавалек в своем ежегодном послании депутатам Верховного Хурала Республики. Активно участвует и город Агдавырак. Спартакиада проходит по самым массовым и любимым в народе спортивным дисциплинам – волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, гиревому спорту, легкой атлетике, шахматам, шашкам, а также по сдаче норм ГТО. В Агдавыраке местные жители активно принимают участие во всех дисциплинах. Одна из них – гиревой спорт. Нужно поднять 16-килограммовую гирю. Я так-то поднимал гири, где-то 24 килограмма. Я в зал ходил, там нас учили поднимать. Мы это по подходам поднимали, и так я могу поднять 16 килограмм. Сколько раз, я не знаю. Могу где-то, наверное, 30, больше. Параллельно проходит игра среди любителей шахмат. Есть и новички, и опытные, которые увлекаются игрой в шахматы еще с раннего детства. Как давно я занимаюсь? Я начал заниматься еще, когда мне было 5. И до сих пор занимаюсь шахматами, потому что это интересно и занимательно. Первую партию выиграл. Планирую еще 4 выиграть. Есть сложные игроки, есть и нормальные. Благодаря играм в шашки и шахматы дети учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в достижении цели, вырабатывают в себе работоспособность, умение решать логические задачи в условиях дефицита времени, тренируют память, учатся самодисциплине. Одновременно проходит и игра по шашкам. Соперники достаточно сильные, но я уверена в своей победе и думаю, что могу выдержать победу. Участниками спартакиады стали любители всех возрастов, от младших школьников до пенсионеров. Каждое муниципальное образование для участия в соревнованиях сформировало сборную из спортсменов 4 возрастных групп. Юношей и девушек до 17 лет, мужчин и женщин от 18 до 56 лет и старше. Мы здесь подготавливаем нашу сборную команды города Агдавырак из числа всех видов спорта. В общей численности нам надо подготовить 440 примерно жителей города Агдавырак сборной.
город Агдаврак будет по 9 видам спорта. А город Агдаврак у нас получается город, и у нас первый этап мы не проходим, потому что первый этап это среди поселений, это среди кажунов. В городе Агдаврак мы со второго этапа начинаем. Победители соревнований со всех кажунов республики выйдут на региональный этап спартакиады, который пройдет в сентябре в городе Кызыле. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Айдана Сенденма, телеканал ТУВА-24. Волонтеры регионального штаба взаимопомощи «Мы вместе» и активисты молодежного движения «Добрые сердца Тувы» в очередной раз пришли к матери военнослужащего земляка. Какую помощь на этот раз оказали волонтеры, расскажет наш корреспондент. Сына Марты Изроловны призвали в ходе частичной мобилизации, поэтому помочь в бытовых вопросах пока ей некому. Мать с сыном собирались поменять обои в квартире, уже закупили необходимые материалы, но сын, как настоящий мужчина, поехал защищать родину, рассказывает Марта Изроловна. Спасибо вам. Мой сын сейчас в Украине, он танкист, он сейчас воюет. Спасибо вам, волонтеры. Спасибо вам всем, что вы так помогаете. Я очень рада за вашу помощь. Спасибо большое. Волонтеры за несколько часов управились с поставленной задачей и, кроме того, провели уборку в квартире Марты Нурсат. Добровольцы в очередной раз продемонстрировали активную гражданскую позицию и призывают желающих кызылчан присоединиться к волонтерскому движению. Ведь именно сейчас, в год народной сплоченности, важно поддерживать друг друга. Помогаем клеить обои. Клеим. Мы волонтеры, мы добрые сердца Тувы, помогаем всем нуждающимся. В это непростое время важно сплотиться и объединить свои усилия. Волонтеры Тувы всячески поддерживают семьи мобилизованных и не только. Они понимают, что сегодня быть неравнодушным к судьбам горожан и посвящать время для помощи тем, кто действительно ее ждет, нужно. Как говорится, мир не без добрых людей. Бадмадаржа Белекоржак, ТУВА-24. Это были все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем эфире.